вот та самая тетрадь, за которую Ису, ну, будем прямо говорить, да, искренне, посадили на 4 года. Он приказал их сжечь заживо. Ага. Но как жить на пороховой бочке? Я им удивляюсь. Всем моим подписчикам и зрителям привет, а кому-то салам. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. На моем канале я буду рассказывать и показывать вам не только о том, как можно самостоятельно, интересно, а самое главное, недорого поехать и полететь, но также буду знакомить вас с жизнью людей из моих путешествий. Буду рассказывать и показывать их традиции, культуру, быт, устои, историю, а также, конечно же, буду поднимать серьезные вопросы и проблемы тех мест, которые я посетил, конечно же. Меня за это часто ругают, очень большой хейт, сам создаю себе эти проблемы, но у меня уже вырабатывается иммунитет, поэтому ничего страшного. Мало того, следующая информация для хейтеров. Я придерживаюсь законов Российской Федерации, а именно Конституцию Российской Федерации, поэтому прочитайте статью 29 Конституции Российской Федерации и успокойтесь. В этом влоге я буду говорить, почему чеченцы и ингуши не отмечают 23 февраля. Если вам это интересно, то прямо сейчас подпишитесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Если вы хотите поддержать мой канал, то вся информация под этим видео. Делайте репосты, рекомендуйте друзьям. Каждой вашей поддержке я благодарен и рад. Не мотайте этот блог, чтобы все понять и не задавать мне лишних вопросов. Поехали! Друзья, если честно вам признаться, то ранее в своих путешествиях я никогда не интересовался историей, тем более проблемами людей, тех мест, в которые я прилетел, либо приехал. И это на самом деле была моей большой ошибкой, над которой я сейчас работаю и пытаюсь ее исправить. Мнение я поменял после того, как посетил Северный Кавказ. Да, на Северном Кавказе очень красивая природа, которая меня покорила, очень гостеприимно, самое главное, вкусно, но больше всего меня удивило, нет, даже не удивило, а шокировала как раз-таки история двух народов. Двух народов — это Чечни и Ингушетии. 23 февраля 1944 года эти два народа были депортированы. И не то слово, чтобы так просто сказать депортированы, а все-таки совершался геноцид двух народов. Действительно это было так. И об этом я буду рассказывать в этом блоге. И мне помог Иса Аюпович Кадзоев во всем разобраться. И прежде чем начнется этот блог, я бы хотел сказать следующее, что поголовному насильственному переселению в сталинском СССР подверглись многие народы. Немцы Поволжья, финны, калмыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, понтийские греки, украинцы и многие другие народы. Именно поэтому в 1991 году был создан закон о реабилитации репрессированных народов, о котором я довольно часто говорю. Так вот, операция под кодовым названием «Чечевица» по выселению войнахов была одной из самых масштабных и крупных. 23 февраля мужчин в Чеченской Республике и в Республике Ингушетия не поздравляют с Днем Защитника Отечества. Потому что в этот день люди вспоминают те драматические и трагические события. Потому что 76 лет назад погибло по пути очень много детей, женщин и стариков. Поэтому поймите правильно, мне просто хочется об этом рассказать немного побольше, и чтобы люди об этом знали, потому что об этом не напишут в учебниках истории. Этот документ, который вы видите сейчас перед глазами, является доказательством, что действительно была депортация чеченцев и ингушей. Этот документ был от Управления конвойных войск и доклад Генеральному комиссару государственной безопасности товарищу Берия. Товарищу Берия они докладывали, что к погрузке переселяемых чеченцев и ингушей было приступлено в 5 утра 23 февраля 1944 года. Всего принято от
и отправлено 180 эшелонов по 65 вагонов в каждом, с общим количеством переселяемых 493 269 человек, в среднем по 2740 человек на эшелон. Отправка эшелонов в пункты назначения началась 23 февраля 1944 года и была закончена 20 марта. Срок пребывания эшелонов в пути составлял от 9 до 23 суток, а в среднем 16 суток. И хочу подчеркнуть, что в этот момент погибало очень много детей, женщин и стариков. Многие погибли от тифа. Кадзоев Иса Аюпович был свидетелем тех трагических событий. Иса Аюпович родился в августе 1938 года в селе Ангушт пригородного района. Иса Аюпович является известным российским ингушским писателем, поэтом, драматургом, педагогом, политическим и общественным деятелем с нелегкой судьбой. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Взаимно. Как у вас дела? Как вы живете в Ингушетии? Ну, жизнь как жизнь. Я не могу, я на жизнь никогда не жаловался и не жалуюсь. Ну, так, я вот занимаюсь в этом кабинете. Нормально, можно сказать. Вы знаете, я, когда изучал про вас биографию, да, смотрел какие-то выдержки из Википедии, из журналов, узнал, что вы являлись чуть ли не первым диссидентом, за что, кстати, можно, да, я так понимаю, Да, это вот та самая тетрадь, за которую Ису, ну, будем прямо говорить, да, искренне, посадили на 4 года в тюрьму. Вот скажите, вот чтобы не я говорил, а пускай Иса расскажет вам эту историю, вот за что вас туда посадили. Причем он патриот, болеет и переживает за свою родину, за свою республику. Вот вам 81 год? Да. Да. Всю жизнь, представляете? И вот человека взяли и посадили за вот эту тетрадь. Сейчас мы с вами узнаем, что в ней написано. Вот расскажите моим зрителям, моим слушателям, подписчикам. Эту тетрадь, я записи в ней начал делать в 1957 году. В 1957 году. В тот момент, когда ингуши стали Уже возвращаться. мы вернулись, я тогда учился в Грозном, в ЧИКПИ, Чечено-Ингушский госпединститут, на историко-филологическом факультете. Но там, где в то время было так, 9 января 1957 года было объявлено о восстановлении Чечено-Ингушской автономной республики, начали люди, но уже абсолютное большинство ингушей и чеченцев вернулось без разрешения, просто валом валили, кто как. Кто на попутных, кто на поездах, их саживали, их сажали, но потоком шли. И уже когда стало понятно, что народ уже практически вернулся, остальных начали возвращать. Вот там, где встречались на свадьбах или просто где-нибудь на вокзалах, в общем, где люди встречались, все время шел разговор о тех днях изгнания. То, что мы пережили во время переселения. Случаи все были драматические, рассказывали. Но мало, хорошего было мало. И я сразу записывал эти случаи, но делал небольшую литературную обработку. Потому что по природе я писатель сам, я так чувствую. И записывал сюда, и назвал почему-то, не знаю, назвал это «Казахстанский дневник». Вот потом в 1963 году. И вы знаете, вот, и не вся вот эта тетрадка занята этим. Правда, я писал в клетку на каждой строчечке, в каждой клеточке
Вот половинка Мгм. записей. В 1963 году меня арестовали. Я уже был заучем Экажевской средней школы, старшим заучем, а мой подельник Хашигульгу Али, поэт, между прочим, гениальный был поэт, и поныне практически мало что напечатал. Он уже ныне покойный. Бог его знает, где находится его архив, а люди не знают. Я сам не знаю. Точно не знаю, где его архив находится. Вот, его в Грозном арестовали, меня здесь. И вот я получил свои 4 года вот за эту тетрадь, за эту половинку вот этой тетради. Здесь нету никаких, ну, здесь нету никакого экстремизма, там, шовинизма, и никакого изма, просто описанный случай, что там с нами происходило. В общем, вы просто 4 года эти Да. ушли за правду. Да. То, что Ну, было. за это, ага. Ну, Советский. сказали, что я националист, что я антисоветчик. Ну, правда, мы там во время следствия вели дискуссии о несостоятельности социалистического способа производства. Мгм. Мы это доказывали, они волосы на голове же. Да как это так? Советские ученые. Потом хотели на нас давить в том смысле, вот говорят, у вас были там бандиты. Мгм. И они мешали во время Великой Отечественной войны. Мгм. Я такой был Рахтин, злобный такой, какой-то такой кислотный такой человек был. Вот ему так хотелось нас глубоко засадить в тюрьму. Он говорит, вот у вас в горах были бандиты, и они мешали советской армии. Ага. И вот это были ингуши и чеченцы. Я говорю, всего сколько было у нас бандитов? Мгм. Они перечислены. Но ингушских что-то они назвали человек 18, а чеченского там, чеченских было больше. Я говорю, и нас за это выслали. Да. А что делать, я говорю, с русскими, которые поставили под флаг Германии почти 1 миллион Мгм. своих солдат? Как? Ему плохо стало. Ну так, конечно, вы. Ага. Я говорю, ну так. Я говорю, так не бывает, как вы говорите. Заняли территорию, допустим, я говорю, я русских не обвиняю. Территорию заняли, они же все умереть не должны. Кто-то должен пойти на работу, все это, за это. И с нами так же было, я говорю. Мы все люди, я считаю, я говорю, что все люди, вот вы почему-то настаиваете, что русские какие-то особенные люди. Нет, я говорю, они такие же люди, как ингуши. И ингуши такие же люди, как русские. У них свои обычаи, у нас свои обычаи и традиции. А так, я говорю, и сердце у них, и ноги, и голова, все, и вот посмотрите, поставьте русского и ингуша рядом, я говорю, все вроде нормально, одинаково. Вот в чем дело. Вы этого не хотите понимать. Мгм. Ну, дали нам по 4 года. Дали по 4 года. А мы вам вразумим, говорит. Ну, давайте, вразумляйте, что поделаешь. Вот видите, снова несправедливость, которая продолжается еще с того времени, и она всегда была. Даже еще в царское время она была. Начнем мы с самого начала, как все происходило, и почему такой негатив вообще в нашей стране к ингушам. Многие удивляются, почему я так часто говорю об ингушах. Вы знаете, чем больше я узнаю об этой нации, тем больше я понимаю, что это добрый, гостеприимный и, не побоюсь этого слова, один из лучших народов в нашей стране, который дал клятву. Вот человек знает историю, знает свой народ лучше, чем кто-то здесь из нас присутствующих и те, кто за кадром люди находятся. Вот скажите, почему такое отношение еще с царских времен к ингушам? Что вы сделали плохого за то, что вас вот не полюбил власть и народ? Плохое, хорошее у разных государей понятие относительное. Одни понимают хорошее и плохое по-другому. Но лично, если общечеловеческое хорошее и плохое взять, я думаю, вина ингушей в том, что они
законопослушный народ. Мгм. Вот мы понимаем, что люди должны жить в законе, что есть государство, что у государства есть законы, и что перечить этим законам неблагоразумно, даже с точки зрения своего собственного здоровья. Ага. И вообще порядка не будет. Если бы мы с русскими воевали, то наше положение было бы лучше. Я так думаю. Мгм. Нас бы русские уважали. А тут здесь Я имею в виду, вы извините, Артем, я имею в виду не русских, не часто русских людей, а власть русскую. власть. Да, наша власть русская уважала. Мгм. А так они считают, да, они мягкие, обходительные, с ними можно обращаться, как нам заблагорассудится. Вот другой причины нет. А мне кажется, одна еще из причин, что вы слишком открытые, местами наивные и слишком добрые. И есть И это. страдаете от этого. Е- Вот если именно это- добротой. Есть эта открытость, есть и еще что назвали это нашим консерватизмом. Мгм. У нас вот нравственные понятия добра и зла, они у нас четкие и вековечные. Мгм. А нам вот внушали новые понятия. При социализме были одни, сейчас при вот этой псевдодемократии совсем другие. Эти понятия нам не подходят. Мгм. Если мы их полностью примем, мы не будем ингушами. Есть многие вещи, которые мы никак не можем принять. Ну, не можем, просто нам это не Да. подходит. Да. Да, я понимаю. Вот в этом тоже наша вина. Другие народы, знаете, нам другие говорят, вы глупый ингушский народ. Мгм. Ну, надо подладиться немножко. Ну, я считаю, что ваш народ Ага. не глупый. Ну, Не глупый. нам так говорят. Вы говорят, Да. ну, если бы вы Наивный. были умные, вы бы, говорит, умели подладиться. Хитростью. У вас да, нет хитрости. Да, вот что. там приласкаться, все это. Ну, не дал нам Бог этого. Да. Вот какими нас есть, принимайте нас такими. Но в тяжелые времена России, которой мы дали присягу, наши отцы клятву свою не нарушали. Но власть имущие это не уважают. Да. Я вот хотел бы сейчас еще подчеркнуть про эту клятву. Вы знаете, клятва для ингуша это не то, что мы, как русские, говорим, я клянусь там мамой, я клянусь там тем-то, что я этого не делал. Для них это совершенно другое. Хочу напомнить, что они мусульмане. И клятву они давали на Коране. Поэтому, кто бы что ни говорил, этот народ всегда будет на стороне России. И поэтому мне бы хотелось обратиться ко всем русским, к нашей российской власти, с таким обращением: научитесь понимать этот народ, потому что он нас ценит, он нас любит и, самое главное, уважает. И для меня непонятно. И вот сейчас я хочу подчеркнуть, что эту встречу я не планировал специально. Согласитесь, мы с вами, у нас просто спонтанно сейчас все происходит, мы общаемся. Поэтому где-то будут, возможно, какие-то паузы там и так далее. Поэтому я перед своими подписчиками хочу сказать, что у нас с вами не профессиональное интервью. Вот. У нас в домашней обстановке, в домашнем стиле все. Сейчас мы с вами я хотел бы с вами поговорить на тему 23 февраля, которая вот приближается. Вы знаете, что в нашей стране празднуется праздник День защитника Отечества, а для вас этот день совершенно другой. Хочу напомнить, что 23 февраля 1944 года ингушский народ подвергся депортации в Среднюю Азию, о которой я много-много раз говорил. Не только, конечно же, ингушей отправляли, и чеченцев, и другие народы Кавказа, но так как я нахожусь сегодня в Республике Ингушетия и в гостях у настоящего ингуша, у Исы, мы будем говорить о том, как это было в то время. Операцию «Чечевица» начали готовить еще в октябре-ноябре месяце 1943 года. Первоначально планировалось переселение
в Новосибирскую и Омскую области, Красноярский и Алтайский края. Затем маршрут изменили на Среднюю Азию, а именно в Казахстан. Неоднократно менялась и дата начала операции. Почему в конце концов выбор остановили на дне Красной Армии, до сих пор неизвестно и для меня, если честно, непонятно. Когда я был в гостях у Исы Аюповича Кадзоева и, конечно же, у его гостеприимной семьи, после нашей встречи он подписал и подарил мне целую коллекцию собраний своих сочинений. И вот одна из его книг, которую я уже прочитал, называется «Над бездной». Именно из нее я буду зачитывать некоторые рассказы, которые очень ярко описывают те трагические и драматические события. А сейчас бы я хотел обратиться к своим постоянным подписчикам и зрителям. Если вы хотите поддержать творчество Исы Аюповича Кадзоева и помочь ему в издании его замечательных книг, тогда пишите ему напрямую, либо его родственникам, а также вы сможете написать мне лично. Вся информация, ссылки в шапке профиля на мои социальные сети, ссылки. А также вы сможете мне написать в WhatsApp, у кого есть, либо пишите мне на электронный адрес. Ну, если у вас есть какая-то возможность, я буду вам бесконечно благодарен, а также, конечно же, будет вам благодарен Иса Аюпович Кадзоев. У него есть мечта издать еще одну книгу, и как-то бы мне хотелось поучаствовать в его мечте и осуществить его мечту. Давайте поможем ему вместе. Ну а сейчас я бы хотел зачитать один из рассказов этой замечательной книги «Над бездной», который называется «Этот день». «Я помню этот день», пишет Иса Аюпович. «Хотя был я и маленький, а вообще говоря, мне кажется, что с того дня я стал совершенно взрослым. Жизнь учит и неплохо. Я помню, женщины плакали, скот ревел, собаки выли, а мужчины ходили хмурые и покрикивали на женщин. Да будь вы неладны, замолчите, пускай эти кересташ с ингушского неверные, не видят ингушских слез. Настроение взрослых передалось и мне. И я тоже покрикивал на женщин, но мои крики на них действовали как-то по-своему. Они не шарахались от меня, не душили рыдания. Наоборот, сильнее рыдали, приговаривали, гладя меня по голове. О, несчастный мальчик, что родился в этот век. К чему здесь век и эти обидные ласки, когда мои мужские приказания должны беспрекословно исполняться? Эх, я был глуп, но ненадолго. Я быстро поумнел, буквально за несколько минут. Крики солдат стали громче. Как я тогда соображал, это походило на рев нашего тхаги, когда во двор входил чужой, даже немного хуже. Нас повели на сборный пункт. Была грязь. Меня взял на руки один офицер. Он раньше был в дружбе с моим отцом, но сегодня отец не говорил с ним и сердился почему-то на него, и называл его Ггасгхе, это значит русский. Я тоже не взлюбил его. Я попросил деда взять меня к себе на руки, но у деда были вещи. Тогда я решил идти сам. Я забил ногами, но офицер не пускал. Тогда я со всей силы, у меня ее было не очень много в 5 лет, ударил его по лицу, плюнул и сказал: «Ггасгхе, гоовар», Гасхе русский неверный, «пусти меня, ты нехороший». Но он меня все-таки донес. Рассказывали после. Когда нас усадили в машину, этот офицер заглянул в кузов и позвал моего отца. «Аюб, ты здесь?» «Да». «Что тебе нужно от меня еще?» – спросил отец сердито. «Знаешь, Аюб», – ответил он сквозь слезы, – «я 6 раз был ранен в боях. Но так как твой сын сегодня, никто меня не ранил. Он нанес мне тяжелую рану. Не сживет». В горах было труднее. Горцам пришлось пешком идти до больших дорог с вещами и детьми на плечах. Одна женщина несла 2 детей. Она была больной и еле-еле шла. Она попросила одного из солдат: «Понеси моего одного ребенка, я не могу идти». «А ты брось своих щенят в ущелье», — ответил тот. «Тебе легче будет идти». Я активная память. Вот знаете,
Вот человек лежит на кровати, ему какие-то сны снятся. Потом открывает глаза, и как он открыл глаза, с того дня весь день ему становится ясно. Вот точно такое произошло со мной 23 февраля 1944 года. Мне было 6 лет. Я с 1938 года. Ну, скоро 6 лет. Да. Вот, мне было 6 лет. 6, да. Я помню этот день. Рано утром обычно я просыпался уже, когда в доме пахло печеным чуреком. Ага. На печке пекли вот такой вот, на всю семью, вот такой толстый. И говорили, ваш чурек, на ваш чурек надо на лестнице, по лестнице на ней залезать. На всю семью. Ага. Но старшие поднимались на намаз предрассветный час. Вот предрассветный час постучались сильно, и в доме переполох, в чем дело, ну, ворота. И дед вышел, и солдаты ворвались. Ага, шум такой, в чем дело, все. Говорят, и они говорят, что будет митинг в честь 23 февраля, в честь Дня Красной Армии, всех мужчин к мечети на митинг. Ну, сразу чувствовал, что все не к добру. Ага. Мужчин увели, остались дети и женщины дома. Ну, тревога такая была. И потом оттуда, потом рассказывают мужчины. По улице идем, на всех перекрестках пулеметчики и автоматчики. Мечеть окружена, там забор был, и по забору тройное кольцо солдат. Везде через каждые 10 шагов пулеметчики стоят. Уже рассказывали, когда двигались по улице, говорит, на всех перекрестках, у всех заборов автоматчики стояли. Мечеть была окружена тройным кольцом, войсками. Потом всех собрали во двор, и там такой Ангушти, самое главное село Ингушей, это Ангушт, я Ангушт сам. Там камень такой, обычно с него говорили, по-нашему называется Эйли. Это как подиум или как? Ну да, 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 камень такой. Ну оттуда просто положили, чтобы выступающий было. Как на Красной площади. Оттуда, значит, поднялся председатель сельского совета, потом какой-то представитель с района и вот этот москвич. Все они, во всех селах они были присланы. Белые короткие полушубки, дубленки, у всех ремни портупеи, револьверы, конечно, все это. И он, говорят, по-русски что-то сказал. И потом, тогда люди, русский язык, ну, мало кто знал. В селе знали учителя, там, интеллигент, вот такая, ага. Что вы бандиты, что вы предали родину, и что правительство решило вас, что вы недостойны жить на этой земле, и что для вас другая земля определена. Ну, народ зашли. Там стояли герои граждан. Мой дед герой гражданской войны. Герой гражданской войны, знаменосец ингушского полководца Тарко Хаджи Горданова. Смотрите, я хочу здесь добавить. Мне каждый раз пишут мои подписчики, что назови мне хоть одного ингуша-героя. Говорят, что у них нет героев. Вот, пожалуйста, герой ингуш. Получается, правильно? Да. Вот. Ну, героев гражданской войны у нас было очень много. Потому что во время гражданской войны все буквально с 15 лет защищали большевиков. И в этом была наша великая ошибка. Я сейчас считаю. Почему? Ну, потому что заслужили мы 44-й год. И вот из-за этого. Да.
Я думаю, из-за этого. Мгм. Ага, а лично, ага, этот народ еще из него, в тряпку этот народ еще не превратился, из него надо сделать тряпку, помять еще. Вот так посчитали там вверху. Я лично, это мое мнение. Ну вот, объявили это, люди зашумели. Люди зашумели, там стояли, там вот такой был албаст, без ноги, он гражданский, он в Владикавказе оставил ногу против белых. Ага. Как это так? Мгм. Что вы говорите? Ага. И как только это надо, и поверху говорит 5-6 очередей с пулемета. С таким треском, вы знаете. Ага. Ну, народ успокоился. Да, и, значит, оттуда брали так. В общем, хозяина дома называют, Мгм. все, кто с ним, все сажают на Студебекер. Американцы для этого дела выделили огромное количество Студебекеров новеньких. Мгм. Новеньких, ага. Американцы прекрасно знали, для чего это нужно, Соединенные Штаты. Ага. Ну, наверху цари договариваются, сажают все эти туда, подвозят к нашему дому, каждому дому 15 минут на сборы. 15 минут. Ага. И тут, вы знаете, люди лишаются Родины за 15 минут. 15 минут. Некоторые ничего не взяли и погибли от голода. А некоторые, которых мужчины были более жесткие, говорят, ага. Ну, все, в общем, вот так вот. Ага. У меня вот вопрос. Я совсем недавно еще был в Польше, совсем скоро у меня тоже будут блоги. Я побывал в городе Освенцим, в концлагерях. И почему в учебниках истории всегда пишется о Холокосте, и вообще в целом, если Холокост не признавать, за это можно угодить за решетку, потому что есть такой закон. Да, У есть. меня вот вопрос, почему я, как гражданин Российской Федерации, который также учился в школе, потом в ВУЗе, почему в школах на уроке истории о еврейской трагедии рассказывают, почему о вашей молчат? Почему нигде об этом не говорят? Почему я узнал это только сейчас? Многие из вас, наверное, слышали о Холокосте и что происходило с людьми в концлагерях во времена Второй мировой войны. Как издевалась гитлеровская, фашистская власть над евреями, над политзаключенными, над нашими советскими солдатами в те времена. Но, наверное, не все знают, что происходило параллельно в нашей с вами стране. А вот я вам сейчас расскажу. Вот, например, в конце 1980-х годов широкую огласку получила операция в высокогорном ауле Хайбах. Это Чеченская республика. И вы знаете, 23 февраля 1944 года в районе аула Хайбах пошел очень сильный снег. Естественно, этот снег завалил все дороги, и жители этого аула не смогли вовремя спуститься вниз. То есть, по мнению властей, операция из-за них задерживалась. Так что вы думаете? Комиссар госбезопасности 3-го ранга Михаил Гвишанин приказал загнать людей, около 200 человек, по другим свидетельствам 600-700 человек, в колхозную конюшню. И знаете, что он приказал сделать? Он приказал их сжечь заживо. И те, кто пытались выбежать из этой конюшни, их просто расстреливали. Вот такая жестокость, просто без шансов на жизнь, происходила в те времена. И если в концлагере все-таки можно было выжить хоть как-то кому-то, то в этой ситуации выжить было просто невозможно. Это называется убийство, это большое преступление без срока давности. Правда, это ужасно. Поэтому за 23 февраля, в первый день операции, было выселено 333 739 человек. Из них 176 950 погружено в вагоны. К 1 марта было отправлено 478 479 человек. Из них 387 229 чеченцев и 91 250 ингушей. Около 6 тысяч чеченцев из-за снега застряли в горах в Галанджижойском районе. Операция там растянулась до 2
марта. Многие и многие люди погибли в ходе этой жестокой операции. А потом у многих возникли проблемы, когда они стали возвращаться на свои родные земли в 1956, в 1957 годах. Они столкнулись с тем, что в их домах жили другие люди, причем незаконно. Они столкнулись и увидели, что часть земель были переданы незаконно составы других республик. Но, по крайней мере, Грузия, например, вернула земли республики Ингушетия. Но по сей день земли пригородного района, которые были незаконно присоединены в состав Республики Северная Осетия, не возвращены Республике Ингушетия. И именно из-за этих земель пригородного района до сих пор тянется этот конфликт. 76 лет прошло спустя, и этот вопрос никак не могут решить. Может быть, мы с вами будем немножечко человечнее и начнем друг друга понимать, а самое главное уважать. Неважно, кто ты по нации. Важно, что мы с вами одна единая страна. И мы должны быть с вами вот так все вместе. Будь это русский, татарин, ингуш, чеченец, осетин, кабардинец, хоть кто по национальности. Мы все вместе единая страна. И мы гордо себя можем называть россияне. Поэтому мы не должны позволить, чтобы нас с вами друг другом поругали и, не знаю, как-то пытались нас столкнуть лбами. Давайте не будем вестись на провокацию. Поэтому неважно также еще какой ты религии, нужно просто уважать друг друга, принимать культуру и традиции и, главное, уважать эту культуру и традиции. И тогда в нашей стране будет мир, гармония и понимание. Видимо, истории СССР, а сейчас ныне российская история, сейчас новая такая тенденция пошла, что все негативное надо вымести из истории, и все хорошее туда. Получается, историю переписывают. Переписывают, и каждый раз. Это с Карамзина пошло. Угу. Вы же знаете прекрасно. Ага. Но там истории сейчас очень трудно, где правду, где ложь выловить. В общем, вот такой вот нас. Потом нас посадили, быстро собрали там, что попало, все это. Мой дед Эльвуско, ну, он был, как сказать, среди ингушей прославленный воин. Это по гражданской войне, он и там брали Владикавказ, брали Ангушт, брали. Потом, когда кизлярцы запросили у ингушей за помощь, кизлярцы запросили. Просто им там банды пошли, и они, эти банды, буквально жить не давали людям. И туда ингуши, там 500 человек пошли быстро, эти банды на место поставили. Ага. Просто люди там ходили, им руки целовали. Ага. Уже ночью на улице можно было. А так они ночью девок просто покрадут, в общем, поиздеваются, бросали. Ну, банды, знаете, что такое банда. Ага. Там быстро навели. В общем, везде мой дед просто... Мой дед сказал так моему отцу: Аюб, ты хорошо смотри за семьей, иди за семьей смотри, особенно за детьми. Бывает в такое время, такое бывает 2-3 года очень тяжело. А он говорит, а почему это ты старший должен? Да. Он говорит, я здесь останусь. Ага. Я им покажу, что они сделаны из такого же мяса, как и я. Дед сказал. Тогда мой отец сказал ему так: я знаю, что ты задумал, не делай этого, потому что все село могут буквально стереть из-за тебя. И перед Богом будешь отвечать за все те души, которые пострадают. А мой отец был священник. И тогда он говорит, приходится, говорит,
как курица перед петухом сесть. Как это обидно. Да. Ага, да. В общем, вот такое вот состояние. Мы ехали, ну, я был маленький, я все не помню, ну, рассказываю. да? Ага. По дороге мы ехали, во Владикавказе везде были танцы. Танцы. На всех улицах танцы, Это не веселье. вымысел. Осетины праздник вынесли на улице, кричали «Ой, Барайда», я не знаю. И вслед нашим машинам они подметали метелками. Это древний такой обычай. Я вас немножечко остановлю. Просто я еще слышал, что ингуши, которые ехали в этих поездах и видят, что они танцуют, думают, что у них свадьба, какое-то празднование. Да. На самом деле было что? Да, Почему на самом деле радовались? они радовались, как потом они писали, вековечный враг уходит. Вот. Ага, вековечный, у них такой... Танцы на костях. Да. Еще один рассказ, который называется «На чугунном мосту». Март 1944 года. На чугунном мосту через Терек большой кувд в честь изгнания вековечных врагов с Кавказа. Пир горой, гуляют от души. Такие пиры устраивались в прошлом в честь великих побед на полях сражений. Появляется всадник, старик Осетин. Он, не спешиваясь, окидывает суровым взглядом пирующих. К нему подбегает юноша с приветственным рогом. Старик одним ударом выбил из его руки рог, наполненный аракой. Встал в стременах и закричал: «Уходите, не святотатствуйте, не смейтесь над чужим горем, ибо Уастырджи накажет вас. Не вас, так ваших потомков он сбросит с этого моста в Терек. Те, изгнанию которых вы радуетесь, вернутся сюда снова и будут ходить по этому мосту. Но вернетесь ли вы, когда вас погонят?» Над его пророчеством дружно засмеялись и запели бодрую победную варайду, чтобы заглушить голос праведного старца. Потом об этом вспоминали старики в 1981 году. Действительно, много людей, спасаясь от натиска солдат, в панике кидались с моста и гибли в холодных водах Терека. В общем, вот так. Ну, мы, наши, говорят, старшие, 18 суток нас везли. Я что запомнил, духота в вагоне была просто нестерпимая. Полным битком набитые люди, буржуйка посередине, туалета никакого не было. Люди что делали? В каждом вагоне делали такое полуотверстие и крышку такую делали и занавесили. Многие женщины, особенно девушки, погибли от разрыва мочевых пузырей, потому что никаким образом средь белого дня перед мужчинами они даже за это заходить стеснялись. Ага, вот такое дело. Это правда, что когда поезда останавливались, в этих поездах, в вагонах погибали старики, либо просто ваши люди, и их выбрасывали из этих вагонов, а те родственники, если понимали, что это их ближайший брат, сын, неважно, выходя из этого вагона, у вас принято, там была зима, февраль месяц, нужно земле предать тело. И те, кто пытались запорошить снегом, да, их стреляли. Это совершенно. Вот что я помню. Я был маленький, когда открывали дверь, воздух, правда, морозный, но свежий, заходил. Я обычно становился почти между ног этого солдата и между ногами этих солдат я становился, чтобы посмотреть на мир Божий. Увидеть свет. В общем, вот такая сцена, она мне очень часто снится. В соседнем вагоне умирала старая женщина. Ее сын, и она всегда просила: «Хочу молоко, хочу молока, хочу молока».
И вот он на какой-то станции, я не знаю какой станция это была, солдатский белый. Тогда были, знаете, солдатские круглые белые котелки. Мгм. Сейчас вот такие Пост, сплющенные, ага, а то были круглые белые котелки. Вот он где-то это молоко купил, на нем был шуба такая, да, что-то. И он, ему удалось купить это молоко. Где-то на станции, видимо, ему, ага, или пожалели ему, дали как-то, ага. Поезд начал ход. А он, я вот смотрю, он бежит, держит в руке вот так этот котелок, он боится, что молоко обрезает, бежит, и солдат пристрелил его. И вот перед мне вот это блеск такой, кадр такой, молоко плеснуло из этого, и он вот так, как птица падает. Вот это. Очень многие постреляли по дороге. Малейшее слово. Короче говоря, Это был геноцид. Когда ну, говорят, это абсолютный геноцид. Да. Это даже истребление народа. ага. Было бы самому государству благоразумно признать его геноцидом, сказать геноцид, оформить это, и, ага. А так нет. Значит, мы на курорте были, Ну да. получается. Мгм. Ага. Вот, и еще, я помню, мы остановились на станции Баталы, Кустанайской области. Да, я жил рядом там. Ага, полночь, мороз жуткий. А мы, знаете, в тапочках, В чем дома? домашние тапочки. Тогда у нас делали полотняные тапочки сверху и подшивали кожей из животных, там, Да, коров да, да. или, ага, Мгм. подшивали. В этих тапочках в основном все были. Ага. В морозы. Ага, и один там дядька ходил. Люди говорили, он на войне был, он знает. Он говорит, люди, не сидите, ходите, ходите, до утра ходите. Замерзли. Когда вам, говорит, очень хочется спать, это не сон, это смерть. Не сидите, ходите. Он что-то кричал, что-то ходил. Ага, он не знаю. Потом, но утром там многие сидели вот так замерзшие. Замерзли. Ой, 30 мороз. Да, я знаю, я же Ага, сидел родом. да. В Казахстане еще Да, стены. ой, жуткие морозы, многие сидели. Потом за нами работорговцы пришли. Председатель колхоза на свои бычьи упряжки, воловьи упряжки, нагрянули, как, ага. Сперва брали только тех, несколько рабочих рук. Там, где много детей, не надо, старым не надо, сиди, ага. Там они остались, говорят, 3 дня, в общем, померзли очень много следующую ночь, потом следующую ночь, а на 3-ю ночь их какие-то там казармы или конюшни закрыли, и там тоже очень много они померзли. В общем, вот такой был 23. Мне интересно, когда вот вы доехали уже до места в Казахстан, же вы прибыл поезд Да. ваш, что дальше с вами делали? Вот поезд прибыл, Ну вот кто вас там встречал? Ну, это я... никто. Вот Что с мы до рассвета мы сидели в поле, на снегу сидели, вот в этом трескучем морозе. А потом утром вот появились они, эти люди, и брали тех, где много рабочих рук. Да, вон оно. Нам раб руки нужны. Раб руки. А если много детей, так и остались. Ну, мы попали в такое село, была окраинка. Там 30, по-моему, и сейчас еще это этот поселочек где-то в северном Казахстане. Вот там я учился до 4 класса. В общем, во время выселения в 1944 году, 23 февраля, нас было в семье 11 человек.
1956 году ваш покорный слуга один вернулся домой. Все остальные погибли в этом ужасе. Ну, погибли, разошлись, все, в общем, да, Потерялись. да. В основном умерли там. Мгм. У меня и братья, и сестры там умерли, дед там умер, бабушка умерла, отец там умер. Вот так. Ужас. Ага. Слово. Я, Артем, видел кучу мертвых людей. Вот вы ворошок сена видели, да? Вот так вот я видел, и по ним чаги лазили. Да, и после этого всего, что произошло, Да. вы делаете записи, когда по возвращению. Да, и Да. это я... И за это вас опять- за это мне дали. Вот Ну, представляете, какая несправедливость? Что делали с людьми? Да. Хотя я говорю, какой там экстремизм? Да. Там просто, если бы они были разумные люди, они бы, вот если бы я, например, был вместе этих КГБистов, которые меня, я бы сказал, Иса, все, вышел, не пиши эти вещи пока, потому что Власть те такая. могут, иди домой, сынок, иди, я так, а они обрадуют, они очень многие погоны получили. Что? За это, да? Ага. Это всегда так. Им нужны погоны, им нужны деньги. И вот здесь, вот в 2008 там, до 2000, в этих годах отстрел молодежи Ингушской шел. Мгм. Ага. По улице едет приора с застемленными. Милиция останавливает, они какие-то документы. У них, как они называли это, полномочия. Полномочия. Ага, у них полномочия. Парень идет, выскакивает, автоматами раз положили, поехали. Что это было? Убили парней. Убили просто так. И Ага. уехали. Здесь в селе нескольких точно так же. Я понимаю, там человек с оружием, Так, да. хотя бы нож повесил. Либо агрессию проявили. Либо агрессию какую-то бы. Ага. И еще я понимаю так. В государстве есть закон. Ага. Закон, есть уголовный кодекс, который гласит, преступника поймай. И, поймай, посади его на скамью подсудимых, сделай следствие, посади на скамью подсудимых и дай ему тот срок. Если он заслужит расстрел, расстреляй его. А как можно по полномочиям расстреливать людей? Мгм. Взяли очень, ой, сколько людей побили. Ага. На танками подъезжают, вот из твоего дома одуванчик делают. Это было в каком году? Это вот 2004, в общем, 2000 года до, то есть это уже после до 90-х. 2008 года. Да. Что здесь творилось? Абсолютное бесчинство. Об этом нигде никакая пресса не писала. Ой, ну об этом нельзя говорить. Скрывали. Ну, было это. Было, да. Ага. Но я считаю, что рано или поздно это дело нужно поднять, всех этих людей допросить, если кто живой, того посадить, сколько он заслуживает, а если он мертвый, ему плюнуть на его могилу. Сказать, ты подлец, убийца. Убийца. Вот хотя бы вот это. А этого нету. Они парня отстреляют, а нашим главам говорят, ага, вечером ты об этом скажешь, что это были бандиты и все это были. У этих машинах, у этих приорах были реквизит. Как только, не дай бог с вами, парня там побили, его ложат, рядом ложат автомат, пулемет, там все, что нужно, потом кино снимают, вечером показывают. Делают из него бандюгу. Да. Да. Так делать нельзя. Так Российскую Федерацию делать нельзя. Угу. Хоть Я меня слышу. повесить, я считаю, что так Федерацию не сделаешь. После такого случая очень плохие мысли приходят в голову.
Да, я слышал часто, кавказский народ, не только ингуши об этом Да, говорят. да, и Много русский народ, знаю, такого да. любой народ, если он народ вообще. Да. Со мной тоже я рассказывал, да, вам, как я съездил в пригородный район, Да. и сколько мне угроз идет со стороны ваших соседей и так далее. Несмотря на это, я туда поехал в поисках правды. Вот я хотел поговорить, когда была высылка, как раз возвращаясь к теме, там, 23 февраля 1944 года, потом 1992 год и так далее. Вас постоянно, вашу историю хотят либо переделать, либо стереть вообще. И вот надгробные камни. Просто я хочу напомнить, что у мусульман ставят не как у нас, христиан православных, плиты, а у них надгробные камни, сарабская стелла, да, вязью с арабской, это молитвы там написаны и так далее. То есть вот эти вот камни были найдены в дорогах, в стройках в различных. И мне сказали, что это неправда. Вандализмом занялись. Так еще и дорогу из этих камней. Я вам конкретный пример приведу. Село Яндырка. Да. После нашего выселения там поселились осетины, назывался Райзаст. Угу. Они назвали. Эти люди сказали, что ингуши здесь хороший клуб не построили, нам нужен клуб. Клуб. Ага. Ну, им говорят, ну стройте себе клуб. У нас материал, говорит, у нас хорошо, только нам план дайте, там проект дайте и скажите, как что. Угу. Ага. А где у вас? Из этих стел сложили в Яндырке клуб. Вот из этих... Да, я сам на улице рукой вот стирал глину, и мне вот эти арабские буквы, ага, они потом стояли, туда ингуши не шли после нашего возвращения. А потом что? Они задумали построить свинарник. Да, Ага. слышал, я много слышал. Наши обреки, здесь были мстители остались. Угу. Остались, они действительно были, и я их считаю национальными героями. Ага. Они что делали? Решили построить из этих же надгробий, решили построить свинарник. Вот тут произошло то, что пару человек побили обреки. Все это. И, в общем, вот такое произошло. Вот, понимаете, даже из этих, вы все знаете, что свинья является грязным животным, и в Библии, я хочу подметить, запрещено есть свинину, и в Коране, и еще раз, это грязное животное. Так они умудрились, можно так прямо назвать, из святых вещей, как память человека, как дань уважения, построить свинарник. То есть, вы понимаете, до чего доходит? Это же насколько нужно быть такими людьми. Я не хочу ни в коем случае сейчас оскорблять, унижать. Или вот нас начнут с вами обсуждать, что вы можете говорить, это есть, и я вам покажу в одном из своих блогов, поэтому подпишитесь на мой канал, как я сам приехал в пригородный район и залез под мост и нашел такие камни, стелы под этим мостом. И это правда, это не фантазия, это не фантастика, это не сказки, никакие не ингушские, это истина, это правда. Я видел своими глазами и трогал вот этими руками эту вещь. Поэтому подписывайтесь и наблюдайте. Да. Вот так наше возвращение. 9 января 1957 года объявили восстановление Чечено-Ингушскую республику, но без пригородного района. А пригородный район – это предгорье Ингушетия. Ну, самый, как сказать, сердце ингушского. И земли еще самое главное. Да. Ну, практически около 40% ингушской территории. Да. По сей день там много ингушей. Да, ну вот, разве это правильно? Нет. Так каковы же были реальные причины депортации ингушей и чеченцев? Такой вопрос, конечно же, вы можете задать, и многим это интересно узнать.
Отвечаю на него. Информацию я взял из официальных источников, буду отвечать очень коротко, зачитаю некоторые моменты. Эту информацию вы сможете найти в Википедии, и там есть ссылки на эти официальные источники, это кому интересно. В качестве причин депортации официально назывались массовое сотрудничество с оккупантами, антисоветская деятельность и бандитизм. Однако войнахи физически не могли сотрудничать с оккупантами ввиду отсутствия оккупации. Фашисты смогли захватить лишь незначительную часть Малгобекского района и довольно скоро были выбиты оттуда. Масштабы антисоветской деятельности и бандитизма в республике также не превышали аналогичных показателей в соседних регионах. Официальные данные были сфальсифицированы для оправдания действий власти. Реальные причины депортации не установили до сих пор. Депортация народов, ликвидация их государственности и изменение границ были незаконными, поскольку не предусматривались никакими законными или подзаконными актами. О чем здесь говорится? Вы знаете, в 1991 году был принят закон о реабилитации репрессированных народов. О нем я как раз таки узнал из своего путешествия по республике Ингушетия. И из-за этого закона до сих пор конфликты между Северной Осетией происходят и Ингушетией. Все дело в том, что когда в 1956 году чеченцы-ингуши стали возвращаться на свои территории, они увидели такую картину. Вернулись домой, а в их доме живут совершенно другие чужие люди. Но если Грузия отдала все территории со своими постройками и скотом, да, плюс Дагестан поступили так же, то соседняя республика, Северная Осетия, решила не отдавать территорию пригородного района. И эти земли были отданы незаконным путем. Вот именно поэтому до сих пор этот конфликт, именно поэтому в пригородном районе проживает достаточно много ингушей. Я вообще не понимаю, почему власти как-то бездействуют по этому вопросу. После депортации коренного населения были предприняты усилия по уничтожению следов его пребывания на этой территории. Населенным пунктам присваивались русские и осетинские названия. Помните, я об этом говорил? Это не выдумка, это правда. Но вы также сможете просто забить, загуглить и увидеть, что названия поменяли. Было Базоркино, стало Чермен. Было. Осквернялись и разграблялись мечети и кладбища. Надгробные камни использовались для строительных и дорожных работ. По поводу надгробных камней у меня будет целый выпуск. Я уже почувствовал себя неким следователем, но я считаю, нужно об этом рассказать, поэтому подпишитесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот блог. На самом деле это очень ужасно. Жгли книги на чеченском и ингушском языках. Из уцелевших удалялись упоминания о войнахах. Из музейной коллекции удалялись неполиткорректные экспонаты. Уничтожались и расхищались рукописные книги и библиотеки. Вы знаете, и у меня почему-то вот не сходится логически, просто вот так, никак. Почему все это происходило? Для чего взрывали родовые башни в Джейраке и пытались избавиться просто от всей культуры, традиций северокавказских народов. Зачем они это делали, непонятно. И до сих пор как бы ни ученые, ни историки не могут прийти к одному выводу. Но то, что депортировали народ и происходил реально геноцид, это действительно правда. Но об этом даже сказала сама Европа. Поэтому о чем? Это опять же не мои слова. Всю информацию вы сможете загуглить, найти, там официальных источников достаточно. Я себя ставлю на место осетин. Но они что знают и должны знать, что мы никогда это не забудем, что мы любое время, при удачное время мы попытаемся вернуть свою землю, что мы этого будем добиваться всеми законными средствами и добиваемся. Ага. Но как жить на пороховой бочке? Я им удивляюсь. Да, Лично я бежал бы из этого, если бы это была осетинская, я жил бы, я бежал бы оттуда, чтобы подальше, боясь взрыва этой бочки. Ага. Я вот чему. Ну вот вы хорошо подметили, я был в пригородном районе, я человек, который не родился на Кавказе, не вырос здесь, я с вами только познакомился недавно. Насколько там напряженная ситуация, очень много полиции, постоянно стычки между молодыми, молодая она, кровь горячая, драки между ингушами и осетинами.
вечно эти стычки и проблемы. Много куча постов каких-то непонятных, которые нужно каждый раз преодолевать, останавливаться, показывать свой паспорт, куда, зачем, почему, для чего. Но это одна страна. И вот это все, мне говорят, это в целях безопасности. Для кого эти посты поставили? Для чего это все? Неужели, вот вы правильно говорите, как пороховая бочка, зачем Осетии и власти Северной Осетии Абсолютно. вся эта история? Для чего? Я не понимаю. Просто какая-то интеллектуальная кучка их задалась целью создания такой маленькой империи. Да, вот так даже. Ага, вот там им удалось после гражданской войны у кабардинцев оттяпать, потом у казаков оттяпать, теперь вот после у ингушей, в общем, теперь они в душе лелеют мечту создать осетинское объединенное государство, уже абсолютно независимое. Ага. Но я думаю, Кремль на это пойдет. Думаете, пойдет? Для них пойдет. Вот почему-то вот все им, пожалуйста. Всегда. Но у них очень большой лобби в Москве. Очень сильный. У каждого кремлевского руководителя или сноха осетинка, или жена осетинка. В общем, это, или какой-то там... Ну, народ умеет работать в этом плане. Да ради бога, работайте. Это вот то, чего нет у вас в республике. Ну, Ваши... Да, я хочу напомнить, что у ингушей принято девушке выходить замуж только за ингуша, а ингушу жениться только на ингушке. Это из поколения, да, в поколение. Несмотря на то, что они мусульмане. Обычно мусульмане может на мусульманке и наоборот, правильно? Да. У них именно вот здесь это сохранение их национальной культуры, достояния. Это, да, это правильно, я считаю. Это кровь, по-другому, как это еще назвать. И я с пониманием отношусь. И вот именно из-за этого я считаю, что власть, вы не нравитесь властям, то что у вас есть своя культура, и вы не хотите подчиняться до конца. То есть они вас пытаются, наверное, даже не наверное, а пытаются, я вижу это со стороны, разложить вашу культуру, внести какие-то свои поправки, сделать так, как им угодно. А я считаю, лезть не нужно. Вы никому ничего плохого не делаете. Вот я за столом, меня гостеприимно здесь встретили, задался также вопросом, и ингушам задал этот вопрос. Ну, что вы сделали плохого русским в целом, за что вас так не любят? И они не могут на этот вопрос ответить, ведь реально они дали клятву, как повторюсь. Вот я русский по национальности, меня здесь все встречают, меня уважают. И не потому, что я делаю блоги и говорю об ингушах, там, об осетинах или украинцах, это не важно вообще. Просто это один из самых лучших, я считаю, народов на всем Кавказе и самых гостеприимных, мирных. А нет плохих наций. Есть плохие люди в каждой нации. Вот это самая главная мысль. И я призываю тех, кто меня смотрит из других стран, и из нашей большой страны, приезжать в Ингушетию. И правда же говорят, что тут любой двор открыт. Если зайдет любой турист, вы покажете, расскажете и посадите с собой рядом за стол. Где вы такое видели? У нас такого нет. У нас все за 7 замками, даже у моей мамы. Так просто ты не зайдешь. А здесь это правда. Я удивляюсь каждый раз. Идя по ингушским улицам, здесь в Карабулаке, в Магате, у кого частные дома, я удивляюсь, что открытые ворота, вот так на стопах. Это удивительно. Там же стоят машины, техника какая-то ваша там, для сада. И вы не боитесь, что у вас кто-то это украдет. У нас бы, если бы я открыл у мамы там ворота в Барнауле, в селе, где у меня дом стоит, все вынесли. Буквально за течение дня, и мы бы не поняли. Это правда. Дрова у вас лежат. Мы на шашлык в мае месяце, да, я приезжал. Лежат дрова, и там такой вот, получается, ящичек небольшой, 100 рублей. Вы знаете, у нас бы как поступили? К обочине подъехали, дрова бы забросили, а 100 рублей бы забыли положить. А у вас на доверии. И меня это первое впечатлило, что у вас здесь доверие. Но если здесь в Ингушетии так народ друг другу доверяет, вы понимаете, то они нам, естественно, доверились. А мы пользуемся, я буду как русский говорить, этим доверием, и просто этот народ начинает страдать из-за того, что ваша добрая душа и
Это неправильно. И я здесь не для разжигания межнациональной розни. Да, ради Бога. Да, я вот к вам уважительно отношусь. И Иса также уважительно, я за вас, да, скажу, что он относится положительно к осетинам, к жителям Северной Осетии. Они не все плохие. Я Да. в 10 классе учился в осетинской школе. Вот, пожалуйста, вы же дружили? Я был один ученик во всей... Ингуш. Один ингуш во всей средней школе. Я от них никакого худого не видел. Так. Классный руководитель Бичева Дойч Гаглоев был. Свои мои одноклассники. Абсолютно. Дело в том, что простые люди, им вот эти вещи не нужны. Не нужны. Ага. Но меня, если меня выгнали из моего дома, я хочу вернуться домой. Это мое естественное право. Вот в этом виноваты там наверху. И я в этом виню Москву. Кремль. Нас выселяли не москвичи, не осетины, а Кремль. власть главная. Вот она и должна нас вернуть. Да. И вернуть те земли, те дома, которые... А сейчас нам говорят, не сами договаривайтесь. Как это так? Допустим, я у вас украл пиджак. Да. Я у вас украл пиджак, ага, и украл пиджак, потом меня поймали. А потом вы говорите, отдай мой пиджак. А я говорю, вы говорите судье, пускай Иса отдает мне пиджак. А судья говорит, а вы договоритесь. Ну как это? Как договорить, да? Так же не должно быть. Власть должна Очень решать такие вопросы. Когда, и смотрите, закон о реабилитации репрессированных народов. Вот почему он не действует? Ну, почему этот закон не пустили? В принципе, из-за него и началась война в 90-м. Да, в 92-м году, да. В 91-м Ну, что было, вы, наверное, тогда были совсем молодой, на площади в Назрани. Господи, эти трупы, исковерканные, у матери желудок разрезан, а голова ее ребенка в ее желудке. Парней проволокой завязывали в камерах в этой машине, и потом камеру поджигали. Вот такие вещи. И эти, все это, что это? Садизм. Вот все это. Но всего после этого, ну как это возможно? Из-за того, что люди сказали, вот это наша земля. Я не знаю. Я не знаю. Я просто хочу здесь эту тему закрыть. Я считаю, что этот закон должен быть исполнен властью, Кремлем. Власть должна помочь вам, в первую очередь, решить вопрос. До сих пор продолжающая, пусть это холодная война, но это все равно война между Ингушетией и Осетией. Они соседи. И я считаю, должен быть мир на Кавказе уже в конце концов, потому что эти народы, они не хотят воевать, они не хотят проливать снова кровь. Все мы знаем конфликт Дагестана и Чечни недавно решили. Вот возвращаясь к теме, почему, когда вы возвращались в 1956-57 годах, Грузия вам отдала ваши земли, скот, Дагестан вернули то, что там им, и люди ушли с ваших земель. Почему Северная Осетия решила выделиться, незаконным были переданы эти земли в состав, и не вернуть, выдумывая какие-то нелепые абсолютно обоснования? Вот почему такая настойчивость, которая до сих пор продолжается? Зная, что вот я часто бываю в Базоркино, нынешний, это по их там Чермен, вижу, что 80% там практически, даже больше, может быть, проживают ингуши. Ну, это видно сразу. Как я понимаю, потому что ингуши любят строить дома из кирпича. И они не одноэтажные, а многоэтажные, большой двор. И даже, несмотря на то, что там это происходит, эти конфликты, даже там у вас двор открыт. То есть, я сразу вижу, что это семья ингушей живет. И таких домов там очень много. И люди не хотят уходить с этих земель. Они же могли переехать к вам сюда, вот здесь где-то построиться, да, там, в Назране и так далее. Они хотят жить там. Они говорят, почему я должен уходить? Я общался там с людьми. Со своей земли. Это моя земля.
Для меня это Ингушетия, для меня это не Северная Осетия. Потому что я живу на своей законной, исконной земле. Здесь жил мой отец, жил мой дед и прадед. И буду жить здесь я здесь умру, и меня повезут на кладбище Базоркино, которое вы знаете, да, родовое. Вот. Там, где, кстати, сын Гуцериева похоронен, и это кладбище содержит Михаил Гуцериев, как меценат. Вот. Поэтому я сюда приехал для того, чтобы понять, с вами пообщаться, да. И вы видите, получается, все, что я говорил в своих прямых эфирах, в блогах, влогах, и сам все подтвердил, я ничего не выдумал. Этот человек, уважаемый человек, не только в Республике Ингушетия, но и в России, понимаете. Посмотрите, сколько книг он написал, сколько книг он подарил мне и моему другу. Это умнейший человек, он не глупый, как многие говорят. И таких очень много в Ингушетии, если вы сомневаетесь. Он не сказки пишет, он пишет то, что было. Правильно? Правильно. Поэтому я считаю, что таких людей нужно на руках носить, по-русски говоря, ценить, а не в тюрьму сажать и либо в СИЗО. Вот у меня вопрос, как вы считаете, вот почему до сих пор, вот, я не знаю, испокон веков уже, век прошел, уже новый у нас век, 21 идет, это опять продолжается, только уже пусть в мягкой форме, но притеснение продолжается. Сидят. У нас в России, среди русских в Москве тоже, знаете, некоторых журналистов, блогеров, таких как я, которые говорят правду, хотят, чтобы наша Россия не разваливалась. Я за единство нашей страны. Я не хочу, чтобы вы отделялись от моей страны, где я проживаю. Мне не безразлично это. Они также говорят, их садят в тюрьмы. Потом народ выходит с плакатами, их выпускают. Да? И вот почему это происходит в России? Вот сколько это будет продолжаться? И почему постоянно Кавказ хотят вот взять и отсечь? Считают аппендицитом. Вы знаете, Артем, вот меня часто спрашивают, вот с кем бы нам хорошо было жить? Да. С турками, или с американцами, или с англичанами, или с немцами и всеми. Я отвечаю, и это говорю не потому, что вы здесь, или чтобы, в общем, обезопасить себя в каком-то смысле. Я говорю, нам бы хорошо жить в Российской Федерации. На это есть конкретные причины. Во-первых, Россия огромная страна, сопредельная страна. Так, если, допустим, ингуш здесь не находит места, где можно поработать, он куда-нибудь, может быть, где-нибудь кусок хлеба может себе найти. Да, но он не становится русским, он как бы... Да, но он может себя обеспечить хлебом, вернуться к своей семье. Да. Это раз. Во-вторых, мы уже с характером русского народа привыкли, уже мы свыклись. И ряд вот таких объективных причин, которые нам... Единственное нам, ингушам, что нужно, чтобы к нам относились справедливо. Ничего нам больше не нужно. Мы готовы терпеть любые лишения российского государства. Мы готовы стоять в первых рядах, если где будет война или что. Мы готовы любые вот тяжести перенести, которые переносит это государство. Только ради Бога не трогайте наши обычаи. Мы, ингуши, хотим остаться ингушами. Нашу религию не трогайте. И не вносите свои коррективы в наши религии. Мы сами свою религию. Вы христиане, православные. Ради Бога, мы уважаем христиан. Уважаем ваше православие. Только оставьте нас такими, какие мы есть. И не вмешивайтесь, и не говорите, это правильно, это традиционное. Вот сейчас здесь пошла мода такая. Это традиционный ислам, нетрадиционный ислам. Ислам есть ислам. Православие есть. А есть такое традиционное православие, нетрадиционное. Нет. Ну а почему ислам должен быть традиционный, нетрадиционный? Так. И справедливость к нам. Вот больше у нас к других претензий к этому российскому государству у нас нет. Я говорю, любые лишения готовы перетерпеть. Голод, холод, война, что бы ни было. Мы готовы в первых рядах стоять, защищать это государство. Только вот у нас вот эти три требования. Я вас понимаю. Наша обычай, наша религия и справедливость. Вот. Смотрите.
А, стоит в Москве, действительно, Кремлю стоит поработать 2 месяца, здесь на Кавказе никаких этих не будет. Правильно. Просто Проблем, да. 2 месяца нужно Кремлю, чтобы здесь, на Кавказе, чтобы решить между ингушами и осетинами. Осетины быстро поймут, они хорошо понимают это. Да, межнациональный конфликт нужно Ага, решить да, быстро. просто по справедливости решить, все это, ага, и все. Вот почему это не делается, это у них надо спросить. Вот. И на такой хорошей ноте мы с вами будем заканчивать. Да, Да, потому что на самом деле эта тема вообще бесконечная. да. Я безумно благодарен Богу, судьбе за то, что он меня привел в ваш дом. Это очень важно, потому что я бы никогда бы не В подумал. любое время суток, пожалуйста, приходите, хлеб кусок найдем, солонку найдем, кружку воды найдем, постель найдем. Но о вашем гостеприимстве я тоже сейчас сижу, мы очень Найдем. хорошо поужинали. А дальше что Бог еще даст? Да, спасибо вам большое. Вам Всего главное хорошего. долгих лет жизни, здоровья и самое главное, пускай вашу семью бережет Бог и все будет хорошо. Спасибо вам большое. Маршал, да. Иса Аюпович Кадзоев – удивительной души человек. Глядя на него, как он подписывает мне книги, я задал себе вопрос: а смог бы я пережить все то, что пережил Иса Аюпович за всю свою жизнь? И задумался. Он настоящий патриот, он настоящая душа ингуша. Он не сломался за всю свою жизнь. И я хотел бы пожелать ему долгих еще лет жизни, здоровья ему и его семье, потому что он действительно является примером для целой нации. Да чего уж там нации, для всех нас. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, если хотите узнать больше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Поставьте обязательно лайк, напишите комментарий. Если у вас есть желание поддержать мой канал, то вся информация внизу под этим видео. И самое главное, не забывайте, для того, чтобы узнать историю, а также параллельно посмотреть достопримечательности, да, познакомиться с людьми, с их культурой, традициями, для этого нужно не искать 1000 причин не поехать и не полететь, а нужно как раз таки искать 1 000 000 причин, чтобы поехать и полететь. До встречи. Я помню, я знаю, я не забуду.